После чаепития у меня уже, это получается второй комбайн, совок, как еще можно назвать. Вот он, полный. Это седьмой. Вот. Еще, ребят, одну штуку соберу. И уже там, закрывать будет неудобно. Больше не влезет. Еще один комбайн. Значит, здесь 8 комбайнов будет. Примерно 7 литров. 7 литров примерно. Где-то здесь в комбайне, давайте не будем там 6 литров, пускай будет здесь. 6. Потому что здесь грамм 700, наверное, влезает. Больше по пол-литра. 6,5-7. Вот где-то в этом районе. Надо ведром измерить, там, чтобы знать, сколько литров. И написать там краской или чем-то, маркером, чтобы на будущее знать. Вот здесь, в этой посуде, скажем, 7 литров. У меня таких 2 штуки. 2 таких посуды. Ой, такая хорошая черника. Сейчас я покажу. Одну кучку там нашел. Фотосессию там я провел. Сейчас немножко сфотографировал. Такой кустик хороший. Сейчас покажу вам. Здесь я уже немножко собирал. Остатки сладкие еще есть. А вот тут, смотрите, вот как он выглядит. Настоящая черника. Вот. Вот она. Видите? В Абхазии сейчас были, там виноград висит, там все на деревьях. Вот. А у нас вот такая радость, ягоды. И по-своему тоже тяжелый труд. Когда яблоки собираешь много, десятки, сотни килограмм, очень тяжело переносить ящики и все остальное. И когда вот эту чернику, бруснику, морожку, клюкву, вот это у нас в Республике Коми собираем, тоже как бы она мелкая, очень тяжело собирать. Постоянно ты раком стоишь и ходишь там буквой Г. Так что каждый труд по-своему тяжелый. И сейчас еще один комбайн я соберу быстренько. И все, соберемся. Я, может, еще пройдусь там, грибы посмотрю или еще чернику там гляну. Может, еще какой-то вот. Но участок, честно, я не знаю, 15 на 15, наверное, такой вот участок. Я тщательно все собираю. Я уже не ищу, на многое не рассчитываю. Как бы бесполезно искать, потому что здесь уже очень долго собирали люди. И я вообще доволен, что я сегодня вот просто наткнулся на эту поляну, и столько черники я нашел. Я там прошел, вот, блин, вообще пусто. Вот красотень, ребята. Вот она. Вот она, черника. Не каждый год урожай черники бывает, но в этом году они есть. А бывало года такие вот, просто ковер, вот синий ковер. Ты идешь, собираешь, по синему ковру идешь. Столько черники бывало. Очень-очень много. Черника есть, думаю, и рябчики будут. Будем надеяться. Так что подписывайтесь, смотрите, какая охота будет осенью. Октябрь. Сентябрь, октябрь. С манком еще походим, постреляем рябчиков. Ну и так потихоньку еще наберу не спеша. Я уже разделся, потому что я одет тепло. Трико сегодня одел. И стало вот на улице теплее. Сейчас мотоциклы поехали. На 2 или 3 даже. Какая-то техника еще была, кроме мотоциклов. Вот. Ну, набирается. Потихоньку набираем. Спина очень сильно уже устала. Не такая работа не для меня, конечно. Я что-нибудь лучше вертикально сделаю. Вертикально лучше, как сказать, ремонтом избы, чем вот все это, когда ты буквой Г стоишь. Вот такие делишки. Вот так. Быстро набирается. Черника не такая мелкая, но уже самая хорошая. Но здесь еще
листва у черники зеленая, еще не рыжая. И это говорит о том, что я не опоздал собирать. Когда уже станет, вот она чернеет уже, и станет рыжей, и она начинает выпадать, и черника уже становится невкусной. А сейчас она самая вкусная в самом соку. Что у кого нет возможности, скажем, собирать чернику, там, быть в тайге, ну, посмотрите мое видео там. По своему удовольствию получите. Вот видите, сколько тут. Здесь буквально за 5 минут я наберу этот комбайн. Странно, почему здесь не собирали люди. Очень странно. Ну ладно, для меня оставить. Говорит, оставим Олегу. Пипец, тут вообще полно. Поднимешься, как будто их мало. Спустишься и видишь, тут очень много. Вон, смотрите, полно. Даже на следующий день тут для меня останется. Еще приеду сюда. Еще тут поковыряюсь. Потому что здесь, я смотрю, литров 5 еще наберу я. Как ни крути. Вот моя куртка. Блять, вот здесь и ковырялся. Вообще в упор. Сперва там искал, потом там меньше стал. Я пошел в ту сторону, там поискал, пособирал. Оказывается, здесь еще полно. Ну, когда вот ты не рассчитываешь на многое, тайга сама дает. А когда ты жадно ищешь, много хочешь набрать, наживиться этим, бывает и наоборот. Хрен тебе, а не ягоды. Это я, честно говорю, так бывает в жизни. Все. 8-й комбайн. Хватит. Все, ребят. Сейчас еще мне надо как-то крышку эту закрыть. О, четко получилось. Вот это так выглядит, ребят. О, хитрая такая вот крышка. Все классно. Прям вообще здорово. Вот так вот. Вот и все. Сейчас еще грибы гляну. Может, грибы еще наберу. Еще, ребят, я поищу и грибы. Вот там пройдусь. И это я немножко поснимаю на смартфон. На смартфон, как бы на второй мой канал. Называется «Будни Олега». В описании можете найти ссылку, чтобы перейти и смотреть. Там повседневные фильмы, влоги я выкладываю уже тоже несколько лет. Так что советую вам подписаться. Фотографии также можете ВКонтакте, там в группе посмотреть, в Телеграм-канале, в Одноклассниках иногда бывает выкладываю. Тоже в описании все координаты вы найдете. Обязательно подписывайтесь в Телеграм-канал. Там свежие новости в первую очередь там выходит. Бывает, что-то там показываю, говорю. Вот. Сейчас я схожу, потом еще чай попьем и будем выходить. Будем выходить. Я набрал литров 7, ну 6 точно есть. Вот. Еще пройдусь, там гляну, может на будущее еще, если найду чернику. Да, здесь осталось еще. Приедем еще один раз. Возможно, а может и нет. Так, пакет не нужен. Пакет, ребят, у меня пустой. И, как сказать, что я хотел сказать. Посмотрел грибы, там прошелся. Где-то 18 минут я ходил. Потому что включал смартфон. На второй канал тоже немножко поснимал. Такой вот большой поход. И
18 минут прошел. Находил где-то, грибов, может, там стоят, грибов 30 видел. Все уже перестоялые, гнилые, негодные. Один только красноголовый более-менее был. Оставил белкам. Ну и сейчас я еще попью кофе с молоком и будем выходить. Сейчас поедем обратно. Такой поход. Черника там посмотрел еще. Здесь поковыряюсь. И если туда схожу, где-то литров 5 еще наберем. И может быть, посмотрим. Вот мы сейчас эту чернику заморозим, сколько получится там, если уже достаточно по объему, и больше не приеду. Если решим еще посушить, высушить вот эту чернику, еще один раз сюда приеду, потому что, хочется еще. Жалко оставлять, здесь крупная, хорошая черника. И все, на этом шабаш. Или чисто несколько раз приехать по небольшое количество там, чтобы высушить, сушить. Для заморозки это хватит. Позапрошлом году очень много собирали. 2 года мы это ели, чернику. Никак не закончится. И еще остатки есть. Вот. Уже второй день использую рюкзак от подписчика. Как будто большеватый. Чуть меньше надо. Солдатский, Сидор, это хороший. Он крепкий и по размеру сам это. Какая-то техника едет. Не знаю, спускается, поднимается так. Так, ого. Тяжеленький. Ладно, тайга, спасибо большое за чернику. Чего дичи ставься суждать, спасибо. Снова не пустые, выходим из тайги. Остается только благодарить. Тут черника еще есть. Небольшой участок, между прочим. Хорошо, что повезло нам. Немножко есть. Во всем приятно возвращаться хоть с рыбалки, хоть с охоты, хоть за ягодами, грибами сходил. И когда ты идешь, рюкзак тяжелый, идешь такой довольный, повезло, добыл чего-то. А когда скажем, на примере охоты бывает целый день и на второй избе прям несколько дней подряд вообще невезение. Целый день ты ищешь, ходишь и пустым возвращаешься. Или бывает стреляешь и промахи. Это огорчает. Так что вообще отлично, что сегодня мы не пустые. И здесь я вижу тоже черника есть. Не такая крупная, но она есть. Не ленись, собирай. Вот и белые грибы. Первый сорт я вижу. Он тоже гнилой, точно. В труху он гнилой. Смотри, чего только нету. А этот даже проверять не стану. Гнилые сейчас. Тепло у нас. Поэтому бесполезно даже думать о грибах. Красноголовик. Там недалеко уже велосипеда. Самое волнительное для меня это запускать велосипед. С утра хорошо завелся. Даже на подсосе быстро. А сейчас как? Что надо делать? Качать надо или нет? Давайте не буду качать.
лишнее топливо. Потому что там у меня немножко залило даже с утра. А я просто сразу подниму этот, как сказать, подсос. И так попробуем. Немножко вот тут, конечно, блин, цепь еще так и попадает вот так. Бьет. Эту раму надо вот так как-то согнуть. Я немножко пытался, но думал, вроде все обошлось, а ни хрена. Так, этот работает. Натяжитель тоже немножко там пошаманил и смазал, потому что что-то у меня там даже не крутился вот этот натяжитель, подшипник. Вот. Ну, примерно так, ребят. Сейчас будем заводить. От велосипеда, вон там велосипед стоит. Тут еще прошелся. 2 маховика нашел. Фу. Нету грибов. Сейчас дождь начнется, еще выход, думаю, будет. А здесь бесполезно искать. Ну, 2 это просто мало. Так что давайте с грибалкой другой раз пособираем еще, если будет. А сейчас сяду и поеду. А эти грибы здесь оставлю. Вот тут. Пускай тут будет. Пусть гниет тут. Так. Сейчас поеду. Тоже, если заведется, я всю дорогу буду снимать. Кому не интересно, это можете выключить. А кому интересно, приятного вам просмотра. И на этом, наверное, тоже буду видео заканчивать. Что тут уже показывать. Только обратный путь. Подсос поднимаем. И попробуем. Опа. Так. Все, газку. Завелась. Запустилась двигатель. Немножко погрею. Все. Сейчас пока греется, покручу. Ох, тяжело крутить. Да. Заливает. Немножко заливает. Сейчас начнет ехать, хорошо потом едет. Ухтит, что-то там стреляет.
наверное. Все, поехал, хорошо едет. После меня на велосипеде уже поднимались. Здесь мостик хороший сделали. Вообще отличный мостик. Кто-то не поленился. Опа. Класс техника. Лучше не бывает. Багажник надо с крышкой или же резинку обязательно. Фу. Немножко пусть остынет двигатель и дальше поедем. Не так далеко уже осталось. Буду заканчивать видео. Ребят, вообще мотовелосипед, мотовездеход мой, ну, как сказать, радует вообще, я доволен. На холодный двигатель лучше подождать, пусть на холостых нагреется хорошо, а потом он едет отлично. Немножко видно заливает, или ну, когда заводишь, вот это чуть-чуть для меня непонятно еще. А в остальном будем кататься, а там уже будет видно, где что. Да и сегодня, наверное, на этом берегу я оставлю. Куда-нибудь я пленку взял, закрою двигатель, и чтобы не перевозить на другой берег. Возможно, еще один поход здесь за черникой будет. Хочется еще. Вот еще один транспорт, как у меня.
Анатолий с женой и с детьми приехал. Видите, едет. Неплохо. Уже второй год ездит. Второй год. И, между прочим, у него сейчас начало сгорать свечи. Вот один минус. Уже, говорит, несколько свечей менял. Где-то на 30 километров свеча хватает. Вот. И у него это не первый случай. И еще один товарищ, знакомый с мотовелосипедом, который тоже, у него тоже горит свеча. Вот. Я запас взял. Посмотрим. Будем надеяться, что... Ну, это болезнь, видать, это болезнь. Сгорают свечи. Да у меня что-то чих-пых дает. Может, и рано или поздно где-то выйдет этот глюк. Вот так. Все, ребят, давайте. Пишите, комментируйте. Ставьте лайки, дизлайки. И ждите новые фильмы. Пока-пока. Так, посидели, отдохнули. Подостыл двигатель. Можно напрямик, а я здесь еще погуляю. Покатаюсь. Опа. Сейчас без подсоса попробуем. Заведется или нет. Тяжело крутить, блин.
Все, двигатель спрятал. Этот подсумок, чтобы под дождь не попал, я снял. В будку отнесу.